Ребят, всем привет! Меня зовут Вика, это мой канал на YouTube. И сегодня у нас в рубрике «Якутяне в Москве» героиня Мисс Якутия 98 Мария Колодезникова. И вот мы уже в музеоне, на фоне Брюсова. Вот, и рядом со мной Маша. Маш, привет! Привет! Спасибо, что уделила нам время, смогла. Да я рада. Лишний повод выйти и прогуляться. Кстати, поздравляю Машу с рождением малыша. Спасибо. Вот, маленький Саша гуляет со своим дядей. Я надеюсь, он позволит нам поговорить с Машей хотя бы минут 20. Я очень на это рассчитываю, да. Он у меня парень такой, понимающий. Мне не верится, что ты сидишь сейчас рядом со мной и в моей рубрике «Якутяне в Москве», потому что мне казалось, что ты довольно закрытый человек, поскольку я не нашла ни одного твоего интервью за последние несколько лет, и это самое интересное, как складывается жизнь нашей легендарной красавицы. Я нашла только этот топик на форуме Якутару, и все. Ты правда избегаешь общения с прессой? Нет, я не избегаю. Почему же? Я достаточно открытый человек. Может быть, это связано с тем, что я выпала, наверное, из этой вот светской жизни якутской, и в последнее время, да, занимаюсь только семьей. По-моему, тебя там и не было в этой светской жизни. Мне кажется, да, меня там и не было, поскольку после конкурса, ведь участвуя в конкурсе, да, в 98 году я была уже ученицей выпускного класса, я поступила и уехала в Москву, поэтому как-то засветиться не удалось. Не знаю. А вообще нет, в интервью я не отказываю, если только нет на это каких-то причин уважительных. Ну, на самом деле, Маша мне первый раз отказала, поскольку вот-вот должна была родить. А как сложилась твоя жизнь после окончания университета? Меня поглотила семейная жизнь, меня поглотил быт, ну, в хорошем смысле этого слова. Я занимаюсь с детьми очень плотно, усердно. Маша, опиши, пожалуйста, свой распорядок дня. Ну, он достаточно банален, наверное, да, поскольку я мама маленького ребенка грудного. Вот, мы просыпаемся, у нас утренние, значит, водные процедуры, кормление, прогулки, вот как-то так. Сейчас, конечно, девчонки у меня стали очень самостоятельными, поэтому вот все кружки в школу, они, да, самостоятельно добираются, самостоятельно посещают. Вот. Ну, конечно, помогает супруг, помогает брат. Вот, и мужчины. мама. И мама. Мама — это вообще моя главная опора, моя поддержка, да. Без нее вообще никуда. Приоритет — это семья, да, конечно. Хотя, конечно, самореализация, карьера, она тоже очень важна. Маша, можно поподробнее про твое увлечение, карьеру? Какой у тебя опыт уже? Ты имеешь в виду работу диктором? Да. Опыт вообще потрясающий, увлекательный. Не могу сказать, что этот опыт и вообще вот работа диктором приносит какой-то большой доход в наш семейный бюджет. Но это очень интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Дело в том, что когда-то давно, когда я еще училась в старших классах в школе, я работала, помогала маме на телеканале, озвучивала рекламу, какие-то ролики. Да, это в 11 классе? Это было, да, это даже в 9 было. Да, вот такой небольшой опыт был. Вот. Я решила попробовать здесь. И слышала, что у Сережи Вострецова, у нашего знаменитого якутянина, мы с ним еще и в одной школе учились, между прочим. Вот. Он очень талантливый диджей был, в 33-й. Вот, кстати, да, немножечко я отойду от темы. Вот 33-я школа — это вообще какой-то феномен. Я не знаю, как там сейчас дела обстоят, но в свое время там очень много действительно было талантливых ребят. С чем-то связано не могу сказать. То ли это кузница талантов, то ли в принципе это такой эпицентр, который притягивал, да, ребят таких способных, активных и в чем-то очень одаренных. Очень много ребят, правда. Ну, вот немножечко мы так отошли от темы. Вот. Мы с ним были, конечно, по школе очень хорошо знакомы. Недолго думая, я набрала. Спрашиваю: Сереж, вот хочется очень попробовать, подскажи, куда бежать, чего делать. И он как раз подсказал, что вот в данный момент у него авторский курс в Московской школе радио и телевидения. Приходи, давай попробуем, запишем демо и вперед. Ну, в общем-то, да, я отучилась 1,5 месяца. Опыт, безусловно, очень интересный был. Очень много талантливых ребят на курсе я повстречала. Не знаю, правда, как у кого что сложилось. У кого просто это было, знаешь, такое приятное времяпрепровождение. Кто-то действительно планировал, да, карьеру делать. Не знаю.
Вот. Но с тех пор у меня, я не могу сказать, что очень много заказов было, но поступают, и интересно. Опять-таки опыт, да. Пусть. Ну, ты, кстати, упомянула, ну, чтобы было понятно зрителям, мы с Машей уже переговорили, пока ждали Лёшу. Вот. И Маша рассказала интересный момент, что к ней позвонили с предложением озвучить текст, ролик, когда Маша была уже в роддоме. Ну да, пришлось отказать впервые. Вот. Не потому, что я вообще не отказываю, да, потому что какие-то предложения все очень интересные поступают. Вот, да. Ну вот они, галантно выдержав паузу, позвонили буквально вот вчера, да, на следующей неделе приступаем снова к записи. Прекрасно. А да. что это будет? Это для Альфа-банка запись, да. То есть мы можем услышать где-то на радио, телевидении твой голос? Посмотрим, не знаю, как пойдет. Здравствуйте, это Альфа-банк, центр поддержки вашего бизнеса. Для соединения с персональным менеджером нажмите 0. Для получения информации о продуктах и услугах для бизнеса или по зарплатному проекту нажмите 1. Чтобы получить консультацию по работе с интернет-банком для бизнеса, нажмите 2. Маша, а ты со своими дочерьми как подружки? У вас доверительные отношения? Ты знаешь, я вот как мне удобно, я вот такую роль и играю, скажем так. Я хитрая мама, но я считаю, что все равно между детьми и родителями должна быть субординация. Дружеские отношения, безусловно, это тоже очень хорошо, особенно вот в подростковом возрасте, да, чтобы ребенок доверял тебе, чтобы он мог тебе открыться, поделиться какими-то секретами. Рассказывают про первую любовь. Вот ты знаешь, пока не случилось, видимо. Пока не случилось. Я вообще такой человек очень пытливый. Я вижу, да, если какие-то перемены в жизни происходят у моих детей, я это замечаю сразу. Вот. И тут уж, конечно, уже я не отстану, пока не узнаю, в чем дело. Вот. Первые конфликты в школе. Ой, я сумасшедшая мама такая. Я стараюсь тоже влезть, всю эту ситуацию разрулить. Хотя, конечно, вот надо понимать, да, что ребенку жить — это его жизнь, ему тоже надо учиться, да, из этих ситуаций как-то выходить, извлечь опыт, не посрамив честь свою и родителей. Иногда вмешиваюсь. Ну, в каком смысле? Я, конечно, не конфликтую, да, я просто переживаю очень, наверное, за них. Да, я такая мама, в чем-то наседка. Вот. Наверное, это неправильно где-то, но что делать, такая я. А ты уже думала, как ты будешь воспитывать сына? Вот не думала. Мне кажется, это все естественно должно происходить. Очень хочется, конечно, но в первую очередь я очень хочу, чтобы они людьми хорошими стали. Вот это самое главное, да. Вот, воспитывать сына. Я считаю, что в воспитании сына должен... Заниматься папа. Да, большую роль играть отец, и он с удовольствием, на самом деле. Да, он страшно рад. Долгожданный Вот. сын. И как-то, я не знаю, воспитание — это же тоже не усилие, да, это естественный процесс. Главное, пример хороший подавать, вот и все. Здорово. Кстати, я хотела спросить у тебя, нет ли у тебя какого-то чисто женского хобби, как кулинария, например? Нет. Вот кулинария, это не моя. Ты знаешь, нет, это все по вдохновению, конечно. Если вот меня что-то вот вдохновит очень, и я вот захочу, я, конечно, могу вот что угодно, в принципе, сделать. Но в общем и целом, да, вот в наших семейных буднях я, конечно, тот еще кулинар. Но вот мне с мужем очень повезло, он у меня в этом смысле человек непривередливый. Ты знаешь, и он может приготовить, и, надо сказать, очень вкусно. Он очень любит тоже вот нашу национальную еду якутскую. Он у меня охотник, рыбак, поэтому мы, в общем-то, обеспечены мясом, рыбой. И он неплохо все это готовит, поэтому у нас нет такого четкого разграничения, кто чем должен заниматься, да, в семье. Вот. Здорово. Равноправие. Да, не очень. Но тем не менее, нет, он все равно мужчина, он все равно у нас такой самый главный, основа нашей семьи. Маша, расскажи немного о себе. Какие фильмы предпочитаешь? Какие книги читаешь? Сразу скажу, что в последнее время читать вообще не удается фактически. Вот. Любимый писатель у меня Сергей Довлатов. Смеюсь просто в голос, конечно, перечитывая его шедевры. Вот. Последние из прочитанных книг. Вообще сейчас книги, которые я читаю, это математика, русский язык, история, география, 6 класс. Вот это просто моя настольная литература. Вот. Перечитываю классику, очень люблю. Вот недавно перечитала «Собачье сердце», тоже смеялась очень. Вот. Какую-то периодическую литературу, типа журналов, нет, не очень. Как-то вот
больше информации сейчас мы из интернета черпаем. И, в общем-то, я этим ограничиваюсь. Фильмы. Последнее, что я посмотрела. «Игра в имитацию», наверное. Очень интересный фильм. Я вообще люблю фильмы, которые основаны на реальных событиях. Вот, исторические фильмы очень нравятся. Комедии тоже люблю, но в последнее время их как-то разучились снимать, что ли. Ходим в театр. Но в последнее время, опять-таки, вот немного поменьше, потому что вот сложно с маленьким, да. Стараемся брать абонементы, чтобы посетить за один сезон сразу там несколько, да, спектаклей, несколько концертов. Вот. Любим и на оперу сходить. Вот такой вот у нас досуг. Да. Какие-то мастер-классы мы не посещаем, потому что я, если честно, не очень в них разбираюсь, не очень изучаю. И, наверное, все-таки это не по возрасту. Вот. А театр с большим удовольствием всегда. Маш, я хотела у тебя спросить, ты же родила 3 или 4 месяца назад? 3. 3 месяца назад, и выглядишь просто бесподобно. У меня широкое пальто. Я абсолютно искренне, да. Я не отношусь к тем счастливицам, которые там буквально через месяц после родов входят в форму, да, в свою былую. Мне это стоит долгих месяцев усиленной работы над собой. Вот. Ты занимаешься? Сейчас нет, потому что я все-таки боюсь навредить лактации, скажем так, да. У меня ребенок на грудном вскармливании, поэтому, конечно, вот эти вот тренировки интенсивные, мне кажется, могут навредить. Вот. А так поприседать дома, держа ребенка на руках, ну, может быть, но я не думаю, что от этого большой толк, знаешь. А так, да, я полюбила свободный крой, это мое. Ты знаешь, я вообще... Крой в одежде, конечно. Крой. Это у меня старшая, кстати, вот она у меня еще и пловец, помимо того, что она музыкант, она очень хорошо плавает, да. Это я опять к чему? То, что ты располняла, я не верю. Нет, я наврала, но ты знаешь, я с возрастом стала относиться к этому намного проще, потому что если в молодости лишний килограмм или пара килограммов, конечно, это вот изматывали меня, я помню, я страдала и комплексовала. Сейчас вот добрые мои 8 килограммчиков, как ты знаешь, они меня греют, и я стала принимать себя с возрастом как-то, любить, принимать, меньше комплексовать, и я вот за это свой возраст очень люблю. Так, я не слышала, ты занимаешься спортом или нет? Не занимаюсь, ничего не делаю. А по салонам есть свой косметолог? Косметолог у меня свой... Нет, у меня в Москве нет своего косметолога, но у меня моя очень хорошая подруга, она живет в Якутске, она медик по образованию, отличный косметолог. Ты знаешь, вот она как раз в прошлом году приезжала на учебу, медики, они же вообще бесконечно учатся. Да. Вот, она приезжала на очередную свою учебу и говорит: Машка, надо делать что-то с лицом. Я говорю: слушай, ну давно пора начать что-то там себе, какую-то красоту наводить. И только было мы начали, как выясняется, что вот... Да, Сашка на подходе, поэтому да, ну, я думаю, что еще успеем чего-нибудь мы сделать. Вот, а так... Ну, ты прекрасно выглядишь, вот. Спасибо. И не скромно, пожалуйста. Спасибо. Ваша красавица. Вот, ребят, спасибо, что были с нами. Просто, к сожалению, у нас так мало времени. Вот, Леша улетает в Якутск. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите свои вопросы к этому видео. И будем прощаться. Пока. Пока. Маш, часто ли ты сталкиваешься с отношением, что тебя воспринимают под ярлыком красавицы? Это очень тяжело, потому что людям свойственно идеализировать, да, победительниц таких конкурсов. А ты, как любой нормальный живой человек, конечно, вот этим стандартам и этим критериям не соответствуешь. Поэтому мне это не очень нравится, конечно. Очень хочется, чтобы люди имели полное представление о тебе как о человеке, да? И, наверное, поэтому у тебя не такой большой круг общения, ты впускаешь только своих. Может быть. И эти люди свои, они, как правило, из детства, потому что это самые такие вот надежные друзья. Да, они вот родом из детства. Хорошо, спасибо, что ты это сказала, потому что на самом деле я знаю, что очень многие будут смотреть именно на тебя, как на красавицу. Ну, хотелось бы, да, чтобы меня так не воспринимали.